Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Праздничный выходной. Сегодня Якутск отмечает 389 лет. В столице проходят торжественные мероприятия. Сила земли. В Узбекистане идет работа по созданию съедобной вакцины на основе томатов. В здоровом теле здоровый дух. В Якутске завершился полумарафон. Сегодня столица республики празднует 389 лет со дня основания. Жителей с праздником поздравил глава Якутии Айсан Николаев. В своем инстаграм-аккаунте он на 2 языках с поздравительной речью обратился ко всем горожанам. Отметим, что большинство праздничных мероприятий сегодня пройдут онлайн. В традиционном же формате состоялось возложение цветов к памятникам людей, имевших отношение к городу на порах его основания, а также открытие 3 новых воркаут-площадок в столице и некоторые другие торжества. А в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петра Бекетова, русского землепроходца, путешественника, основателя города Якутска и других сибирских городов, в том числе Алекминска, участие приняли почетные граждане и работники мэрии города, председатель городской думы Альберт Семенов и мэр столицы Евгений Григорьев, который поздравил всех горожан с праздничным днем. Роль в развитии нашего государства в целом. Сначала... Сегодня я хочу, во-первых, поздравить всех жителей города Якутска с замечательным праздником. Сегодня нашему городу любимому исполняется 389 лет. Отрадно, что сегодня день города начался с полумарафона городского. С утра все в очень позитивном, заряженном настроении. А сегодня вот официально, протокольно мы начали с мероприятия возложения цветов Петру Ивановичу Бекетову как основателю города Якутска. А Москва ответила свой день города праздничным 5-минутным фейерверком. 11 сентября вечером масштабное пиротехническое шоу в честь Дня города расцвело в небе над стадионом Лужники. Разноцветные фейерверки, приуроченные к 874-летию столицы России, москвичи наблюдали с 26 площадок города. К другим темам. На 12 сентября выявлено 158 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, в Якутске зафиксировано 92 случая, по 9 в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском, 7 заболевших в Мирнинском районе, в Алекминском 6, в Нерюнгринском 5. По 3 случая заражения зафиксировано в 4 районах республики, еще в 4 по 2, в 10 районах Якутии по 1 заболевшему. Тем временем в Центре геномики и биоинформатики Академии наук Республики Узбекистан в Ташкенте идет работа по созданию съедобной вакцины на основе томата путем переноса клонированного С-белка COVID-19 в овощ. Директор центра Забардаст Буриев объяснил выбор растения, в том числе экономической целесообразностью. Он заявил, что подобная вакцина не требует особых условий для хранения и транспортировки, а также специального оборудования и большого количества персонала, поскольку томаты можно выращивать на плантациях. Кроме того, ученые предполагают, что съедобная вакцина при употреблении в пищу потенциально способна вызвать меньшее количество побочных эффектов. На сегодняшний день уже в томатах мы начали испытания делать. Это в мышах делается испытание. Значит, идет доклинические испытания. Первые результаты показывают, что вырабатывается иммунный ответ у мышах. Это иммуноглобулин G, РБД специфический иммуноглобулин G. Мы тестировали, проверили титр антител и вырабатываются у нас антитела. А якутские ученые озадачились вопросами о том, как легче перенести последствия ковида. Они разработали уникальный препарат бетукладин, который ожидает сертификации уже в ближайшем будущем. Детали о том, как прошли клинические испытания и планируется ли массовое производство препарата, узнавал Дмитрий Тымыров. Прорывные научные изыскания готовы войти в нашу жизнь. Этим летом ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук завершили испытательные работы по изучению свойств биологически активной добавки собственного производства – бетукладин. В общем-то, сейчас препарат полностью уже испытан.
Уже очень много добровольцев его принимает и принимало. Сейчас последняя уже стадия сертификации. Как только сертификация закончится полностью, мы получим сертификат, мы будем официально его уже производить и выставлять на продажу. Отметим, что разработку данного препарата ученые института начали как профилактического средства от таких заболеваний, как гепатит и туберкулез. Однако в ходе клинических испытаний бетуклодин зарекомендовал себя как эффективный помощник для борьбы с последствиями COVID-19. Дело в том, что это препарат комплексный. Он включает фракции биоактивных веществ, которые мы выделяем из двух природных источников. Это слоевище лишайников, ягель в простонародье. И второй источник – это кора березы, береста. Но я бы сразу хотел предупредить о том, что самим можно, конечно, собирать ягель, собирать кору, перемалывать, использовать. Хуже не будет, но толку особо тоже, уважаемые телезрители, не ждите. Потому что речь идет о том, что эти два сырьевых источника подвергаются достаточно глубокой биотехнологической переработке. Свойствами этого чудо-препарата ученые поделились с коллегами по всему миру, и интерес к продукту вырос в разы. Ведь исследования показали, что люди, употребляющие данный БАД, намного легче переносят протекание коронавируса. Он также помогает организму восстановиться уже после болезни. Опять же, он не лечит ковид, я сразу скажу. Это не лекарство, это биологически активная добавка. И при приеме его во время ковида он ослабляет вот эти все нехорошие последствия ковида, там густая кровь, различные вот эти вот аутоиммунные процессы. Вот это вот все он ослабляет. И, естественно, человек лучше, быстрее выздоравливает, лучше себя чувствует, не страдает, в реанимацию не попадает. В 2018 году авторы бетуклодина получили на свой препарат патент. Сегодня этот продукт считается полностью изготовленным в Якутии. После получения сертификата, по плану уже в октябре этого года, ученые будут готовы к продаже и полному сопровождению продукта, если предприниматели решатся на массовое его производство. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Для реабилитации после перенесенных операций и серьезных заболеваний, а также для детей с ограниченными возможностями в Мирнинской больнице установили новое оборудование. Раньше на реабилитацию мирнинцы должны были выезжать за пределы района. Сегодня комплексное восстановление можно пройти на месте. Идея о реабилитационном центре возникла 3 года назад. Общество инвалидов отправило заявку на федеральный грант и выиграло. Дополнительные средства выделила администрация района. У нас детей не так мало, но вот, чтобы дети могли здесь проходить реабилитацию, потому что квоты выделяются там, на 200 человек всего 100, допустим. Но, естественно, этого не хватает, а здесь они хоть как-то могут пройти реабилитацию. Пройти комплексное восстановление смогут не только дети, но и взрослые. После травм, болезней, неврологии, кардиологии и других спектр оборудования широкий. Более того, в 2022 году при совместном финансировании компаний «Алроса» и Мирнинского района здесь закупят оборудование еще на десятки миллионов рублей. В следующем году в Центральной районной больнице планируют открыть полноценное реабилитационное отделение. Мы добьемся того, что больные максимально в короткие сроки будут восстанавливать свою трудоспособность. Мы должны понимать, что легче восстановить человека после операции или после перенесенного заболевания, чем потом все это дело выходит в инвалидность. В Якутске завершился 5-й юбилейный полумарафон. В нем приняли участие около 1000 человек. Дату забега несколько раз переносили в связи с санитарными ограничениями и погодными условиями. И сегодня, в День города, спортсмены пробежали 3 типа дистанции – на 5, 10,5 и 21 километр. Многие из участников креативно подошли к мероприятию, заменив спортивную амуницию на фэнтези-костюмы и даже свадебные платья. На финише всем участникам вручили памятные призы, а финалистам – медали и призы от спонсоров. Обычно готовлюсь с тренером. Мы работаем каждый день. 2 раза в неделю делаем беговые работы и кроссы.
Дистанция на 5 километров, она как бы чуть-чуть надо бежать быстрее, да, чем вот длинные дистанции. Надо работать как бы. Вообще-то я зарегистрировалась на 21 километр, но так как у меня вот, тренировки мало было, я выбрала 5 километров. В Якутске проходят всероссийские соревнования по боевому самбо памяти Героя России Александра Рыжикова. Состязания пройдут среди мужчин весовых категорий от 58 до 98 килограмм. Подробнее нам расскажет Саргалана Неустроева. Наша корреспондент сейчас на прямой связи со студией. Саргалана, приветствую. Как проходят соревнования? Сейчас проходит торжественная церемония открытия турнира, в котором принимают участие представители Министерства спорта Республики и председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Тарасенко. К этому часу уже выявились явные фавориты турнира. Это участники-спортсмены из Хабаровского края и Республики Бурятия. Наши самбисты тоже не отстают, принимают участие как действующие чемпионы по Дальнему Востоку, так и молодые перспективные ребята. Сама же цель соревнований – это популяризация самого вида спорта, здорового образа жизни, и, конечно же, военно-патриотическое воспитание. При этом, как подчеркнули представители Федерации самбо, сама организация турнира не состоялась бы без помощи Министерства спорта Республики, руководства спортивного комплекса «Триумф» и, конечно же, вице-президента Федерации самбо Николая Агибалова. Подробнее же о соревнованиях нам расскажет президент Федерации самбо Республики Саха-Якутия Вячеслав Литавин. Вячеслав, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько спортсменов принимает участие в турнире и в каких весовых категориях проходят самые захватывающие бои? У нас на данном этапе участвует 54 участника. Основное направление, это будет 57-60 килограмм 98, где будут хорошие бои, потому что там действительно приехали ребята, призеры России. Здесь наши ребята участвуют, тоже чемпионы Дальнего Востока, призеры России. Поэтому в этих весовых категориях будут действительно хорошие бои, которые зрелищные будут и есть на что посмотреть. В целом турнир, я думаю, что удался после долгого времени отсутствия в связи с санэпидемиологическими всякими мероприятиями было запрещено, поэтому мы сейчас все это дело возобновили. И я думаю, на следующий год будет география больше народу в связи с тем, что 10 спортсменов, потому что многие ребята просто не смогли, у кого-то нет прививки, у кого-то нет справки, поэтому многих ребят мы просто не допустили до соревнования. В целом все удалось, все хорошо, поэтому очень благодарны, что Министерство спорта помогает нам. Действительно, вице-президент Федерации Агибалов Николай Николаевич, который принял активное участие, благодаря ему сегодня этот турнир действительно проходит, поэтому Федерация самбо, мы приняли активное участие. И вообще спасибо ребятам, которые все приехали на наш турнир, смотря на финансовые затруднения, отдаленности нашего региона, но тем не менее собрался народ. И я думаю, будет все зрелищно и красиво. Поэтому всем зрителям советую посмотреть, несмотря на то, что у нас на носу выборы. Я думаю, тем не менее, посмотреть, определиться в своем выборе, сделать свой правильный выбор. И на самом деле заниматься спортом. Приходите в спортивный зал, занимайтесь самбо. Развивайте свой дух, занимайтесь своей физической подготовкой. Самбо – это не просто самооборона без защиты, это целая философия подхода. Поэтому я, как президент Федерации, призываю всех заниматься, быть здоровыми, любить свою родину, помнить своих героев, потому что этот турнир, он не просто проводится популяризация самбо, а самое главное – это патриотическое воспитание. Понимать, что те герои, которые погибли за наше Отечество, они должны быть должны быть в наших сердцах, в нашей памяти. Они должны, ребята подрастающего поколения должны их знать по фамилии. Здесь присутствует дочка Рыжикова Александра, и вот она постоянно присутствует. Спасибо. Сами результаты соревнований станут известны чуть позже. Мы будем держать вас в курсе и следить за событиями. К этому часу у меня все. Надежда. Благодарю, Саргалана. Надеемся, что итоговые результаты не заставят себя ждать. Напомню, с нами на связи была наша коллега Саргалана Неустроева.
На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.